В клубе добрых людей сегодня особенно шумно. Сразу в 3 аудиториях проходят тренинги, мастер-классы для особенных детей. Среди них представители разных возрастных категорий от 6 до 11 лет. Но ни разница в возрасте, ни тяжелые диагнозы не мешают им дружить, развиваться. Как называется жидкое косметическое средство для мытья волос? Давай. Молодец, Элис. В этом помещении воцарился соревновательный дух. Здесь проходит самая популярная интеллектуальная игра «Что, где, когда». Правда, каждый участник борется за себя. Отсюда и назвали ее индивидуальной. Вопросы общего характера несложные. Викторину составляли сами волонтеры фонда. А для них большой успех, если дети ответят хоть на один из них. Участница Лазина Дахкильгова пока опережает своих конкурентов. Я тут бываю часто. Мне нравится, что появились новые друзья. Соседняя аудитория напоминает настоящую гримерную. Здесь для детей проводят мастер-класс по аквагриму. На лицо наносят специальные косметологические краски, которыми можно изобразить любые рисунки. Так за несколько минут можно превратиться в красивую бабочку или в Человека-паука. Проводит его Лидия Дударова. У нее тоже растет особенная дочь с диагнозом ДЦП легкой формы. На предложение устроить детям праздник согласилась, не раздумывая. Не порадовать таких детей невозможно. Это же наше чудо. Вы знаете, имея своих детей, тем более я знаю, что такое проблемный ребенок, именно вот по той причине я и согласилась помочь. Дожидается своей очереди Хусейн Измайлов. Он совсем не расстроен, что рисунки сегодня они делают не сами в альбоме. Здесь он часто гость и регулярным встречам очень рад. Дайте здоровья своим ребятам, дайте, чтобы они ходили, чтобы они учились своими друзьями, чтобы они слушались учительницы. Вот мое решение. Тренинги проходят в рамках проекта «Алые паруса» каждую субботу с августа месяца. Направлены на досугово-социальную адаптацию детей. Также дети выезжают с волонтерами на различные мероприятия, прогулки, в том числе и конные. Идея проекта принадлежит руководству фонда. Он выиграл президентский грант в размере 2 миллионов рублей. Такое название проекту дали в честь произведения Александра Грина «Алые паруса», в котором девочка, полная надежд, ждала корабль. Разные мероприятия именно направлены на их досуг, потому что эти дети именно нуждаются в мероприятиях, именно, которые помогут им общаться с другими людьми, на социализацию, так как эти дети постоянно находятся дома, у них нет возможности куда-то выйти, с кем-то пообщаться и поговорить. Мы предоставляем такую возможность, организовывая такие мероприятия именно для таких детишек и взрослых. У нас нет ограничений в возрастах и степени их заболеваний, их ограниченности возможностей. В рамках проекта в 3-й аудитории с подростками работает психолог. Тренинг проводит для детей с задержкой психоречевого развития. Некоторые из ребят в самом начале курсов даже не говорили. Сейчас же легко идут на контакт и с интересом участвуют в играх. Чтобы они умели общаться в обществе, умели дружить со своими сверстниками, чтобы они не стеснялись, не сковывались. По времени тренинги длятся час. В ожидании своих детей это время родители коротают в коридоре. Не смущают и не мешают своему чаду общаться с детьми. Координаторы признаются, что поначалу мамы приводили детей с трудом, но вскоре поняли важность таких акций для их социальной адаптации. Теперь ни один не пропускают и благодарят волонтеров за их доброту, упорство и отзывчивость. Ребенку, который у меня болеет, пошло это все на пользу, это общение, и, тем более мы выезжаем на разные мероприятия, у нас идут разные мастер-классы тоже здесь же. Меняется настроение, они многое узнают, у них уже даже вот по психологической статистике, вот как психолог нас когда проверяет, у нас уже баллы выше с ребенком. Она намного лучше себя ощущает среди детей, среди людей намного лучше себя ощущает. Ей хочется больше дарить даже тепло, добро и детям, и людям, благодаря тому, что вот они ее учат, и она это все видит. Она научилась лучше рисовать. У нас была моторика рук очень слабая. Мы сейчас намного лучше рисуем, ручку держим. Это все благодаря именно этому проекту. С концом уходящего года завершается и первый этап проекта «Алые паруса». Второй начнется с января 2020-го и будет длиться полгода. Ну а детей сегодня порадовали не только мастер-классами и играми, но и сладкими подарками. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов, Новости 24.